эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Россия может увеличить добычу угля до 485-685 миллионов тонн. При этом экспорт угля планируется увеличить до 292 миллионов тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак. Объем инвестиций в угольную отрасль к 2025 году превысит 1 триллион, в 2035 году 2,5–3,5 триллиона рублей. Планируется создание благоприятного инвестиционного климата на территориях опережающего социально-экономического развития, в том числе в новых центрах угледобычи в Тыве, Якутии, Забайкалье, на Дальнем Востоке и в арктической зоне. Компания А-Проперти получила от Федеральной антимонопольной службы разрешение на приобретение 100% капитала компаний «Эльга-Уголь», «Эльга-Дорога» и «Мечел-Трансвосток». Отмечается, что ФАС сочла сделку неспособной привести к ограничению конкуренции и удовлетворила ходатайство А-Проперти. В данное время обсуждение «Газпромбанка» сделки с «Мечелом», покупателем и ВТБ находится на продвинутой стадии. Отметим, что эльгинское месторождение в Якутии является одним из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Его запасы составляют около 2 миллиардов 200 миллионов тонн. Добыча на месторождении началась в 2011 году. Совокупный объем инвестиций в освоение Тамторского месторождения редкоземельных металлов в Оленёкском районе Якутии составит более 55 миллиардов рублей. В настоящее время компания 3Ark Mining инвестировала в проект порядка 4 миллиардов рублей. Разработка месторождения предполагает добычу руды на участке Буранный и строительство гидрометаллургического комбината в Забайкальском крае для ее переработки. На сегодняшний день все геологоразведочные работы на месторождении завершены в полном объеме. Проведены комплексные инженерные изыскания для строительства объектов инфраструктуры. Разработано предтехнико-экономическое обоснование проекта. Также Роснедра утвердили ТЭО постоянных разведочных кондиций и запасов. Якутия вошла в пятерку лидеров медиарейтинга инвестиционного климата регионов России. Его составило агентство стратегических инициатив. Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Краснодарского края. Замыкают первую пятерку Республика Саха-Якутия и Санкт-Петербург. Первое место Приморья обеспечил Восточный экономический форум, на котором было подписано 270 соглашений на 3 триллиона 400 миллиардов рублей. На место в медиарейтинге Московской области повлияло роуд-шоу инвестиционной привлекательности региона во французском Лионе. Третье место Краснодарскому краю обеспечили в том числе публикации, освещавшиеся работу Российского инвестиционного форума. Он проходил в Сочи в феврале и собрал более 3000 человек из 60 стран. Арбитражный суд Якутии вернул компании «Аэрокарго Плюс» иск о признании авиакомпании «Якутия» банкротом. Так, суд установил обстоятельства несвоевременности обращения кредитора. Отмечается, что возврат был осуществлен с целью соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. Напомним, транспортная компания «Аэрокарго Плюс» подала иск о признании банкротов Якутии из-за долгов 210 миллионов рублей. В свою очередь, Якутия заявила, что данный иск является инструментом финансового давления на компанию. Компания «Саханефтегазбыт» начинает подготовку к навигации текущего года. Так, руководство предприятия поручило структурным подразделениям разработать планы организационно-технических мероприятий по своевременной подготовке объектов нефтебаз к навигационному периоду. Заключительным этапом является проведение тральных работ и комиссионная сдача причалов. Имя Героя Советского Союза Семена Достовалова присвоили крупному алмазу. Камень добыли на месторождении трубки юбилейная в Якутии. Прозрачный кристалл с желтоватым оттенком необычной формы имеет вес свыше 55 карат. Напомним, в Якутии реализуется проект «100 именных алмазов к столетию государственности Якутии». В этом году крупным алмазом, добытым компанией «Алроса», на территории Якутии присваиваются имена героев Советского Союза, призванных на фронты Великой Отечественной войны из республики. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.